Свою работу военкомат не оставил даже в майские праздники. В этот призыв вооруженные силы страны пополнят больше 130 тысяч россиян. Это меньше, чем было призвано весной прошлого года. Да и активность у призывников невысокая. Многие опасаются, что новобранцев отправят в горячие точки. Министр обороны это сказал, что они не будут отправляться в горячие точки. Это сказал и верховный главнокомандующий. Раньше, если заключались контракты в армии, срочниками заключались контракты в течение 3 месяцев, то сейчас контракт заключается в течение 11 месяцев. Весенний призыв стартовал в начале апреля. На армейской службе ждут парней от 18 до 27 лет, у которых нет проблем со здоровьем. Отсрочку дают опекунам, тем, у кого 2 или больше детей, а также студентам. Многим кажется, что, избегая получения повестки, они смогут откосить и отсрочные службы. Но это не так. На уклонистов могут даже завести уголовное дело. Когда исполняется 18 лет, то данный гражданин по всем законам должен идти в армию. А уже нам решать, имеет он право или не имеет, это уже военный комиссариат решает. Военный комиссариат муниципального образования, и уже в дальнейшем дополнительное обследование и уже проводим в Республиканском военном комиссариате. В 2021 году Дабахариш идеально служит здесь. Хазмархаш, телефон тоже, сделал тоже, абуаш букейнах. Срочная служба в армии дает солдатам много преимуществ. Это возможность работать в силовых структурах, льготы на поступление в университет, а также поступление вне конкурса в военные вузы. Ингушские новобранцы будут служить в различных городах и войсках страны. В армии для служащих мусульман предусмотрены все необходимые условия, делится комиссар. У нас халяльная еда. Это тоже вопрос я поднимал, и там есть, значит, как шведский стол, то есть они могут там рыбу, курицу брать, и другие там, если вдруг сомневаются в мясе, и также отведено место для того, чтобы помолиться. Вот. Даже в некоторых воинских частях предоставляется в пятницу транспорт для того, чтобы они уезжали в мечеть. Весенняя призывная кампания продлится до 15 июля. Первая отправка призывников состоится 24 мая. Планируется провести торжественное мероприятие, пригласить главу республики Махмуда Али Калиматова, председателя призывной комиссии Ингушетии. Хавгазикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.